Всем привет! В эфире Джигики ТВ. Меня зовут Даша. Сегодня у нас в гостях режиссер, продюсер и актер Владимир Потапов. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Да, здравствуйте. Скажите, как ваши дела, как настроение? Отличное настроение, дела нормально, все хорошо. Двигаемся вперед. А вы первый раз в Чебоксарах? Какие ваши впечатления о городе? К сожалению, у нас только вчера была обзорная экскурсия. Город замечательный, большой, просторный. Как ваши впечатления о встрече со студентами? Прекрасные студенты, замечательные. Сначала они, конечно, были скованы, но потом разговорились, и я рад, что меня пригласили к вам, и что нам удалось поговорить. Много сегодня было интересных, неожиданных вопросов? Да, я вообще не люблю тривиальные такие встречи и ненужные вопросы, и меня очень порадовало то, какие вопросы задавали ваши ребята. Очень здорово. Вы уже долгое время работаете в кино, но какая все-таки стезя для вас ближе? Все-таки продюсер вы, актер, режиссер? Нет, кто? Я режиссер, продюсером пришлось стать, актером тоже как-то так. Знаете, не было там денег на актера, пришлось самому сняться. Я шучу, конечно. Сценарий тоже, в профессию режиссера входят просто все эти составляющие. Он должен понимать и уметь, и разбираться во всех этих профессиях. Но самое главное для меня, конечно, любимая работа режиссера. Какие, по вашему мнению, типичные ошибки совершают начинающие режиссеры? Наверное, незнание истории, наверное, неумение монтировать, наверное, темы, за которые они берутся, не всегда интересны. У каждого ошибки разные, но они на самом деле, с другой стороны, они у всех одинаковые. Я знаю, что вы отлично играете на гитаре и поете. Скажите, а когда-нибудь вам эти навыки пригодились в процессе съемок? Да, конечно. В фильме «Продается дача» я играл на гитаре, мои руки играли и пел. Играл я за Сережу Погосяна. Он открывал рот просто, а я еще и пел за Сережу Трофимова. Получается, вы такая скрытая звезда. Вообще режиссер – это профессия, скажем так, за кадром. Топ-3 совета для наших начинающих студентов-режиссеров, которые бы вы дали? Всегда двигаться вперед и учиться у всего. Даже сидя в маршрутке, можно многому чего научиться, глядя в окно. Просто не становиться нормальными людьми, любить свою родину, своих друзей, своих родственников, родителей, детей. Все советы, которые я могу дать любому человеку, а не только студентам вашего замечательного института. Спасибо вам большое за интервью. Очень было приятно с вами пообщаться. Приходите к нам еще в гости в институт. Спасибо.